Коми жилье для сирот будут покупать по месту их проживания. В постановление правительства республики внесены изменения. Теперь органы местного самоуправления вправе приобретать жилые помещения для предоставления детям-сиротам в любых городах и районах республики. Документ подписал первый заместитель председателя правительства региона Игорь Булатов. Дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, смогут реализовать свое право на жилье по месту фактического проживания в пределах республики. До этого момента дети-сироты, нуждающиеся в жилье, получали его по месту включения в список. Хотя многие молодые люди жили на территории другого муниципалитета. С целью решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот и эффективного освоения органами местного самоуправления выделенных на эти цели денежных средств, Министерство образования, науки и молодежной политики Коми подготовило документы для внесения изменений в постановление правительства Республики Коми. По состоянию на 1 августа в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа Инта, включено 23 человека. Из них у 10 человек наступило право на обеспечение жилыми помещениями, но пока не реализовано. То есть имеется заявление об отсрочке предоставления жилых помещений на более поздний срок. Несколько человек, включенные в список, проживают в других муниципальных образованиях Республики Коми в связи с обучением в учебных заведениях. В Минобрнауки подчеркнули, что принятый нормативный правовой акт позволит решить проблему многих муниципальных районов республики по обеспечению жильем детей-сирот. Но для предоставления жилого помещения за пределами муниципального образования в связи с постоянным проживанием на территории иного муниципалитета потребуется письменное заявление гражданина. Заявление о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании, на территории которого находится место постоянного проживания, необходимо представить в администрацию по месту включения в список детей-сирот, то есть в администрацию МОГ-Инта, если включены здесь в список. К заявлению необходимо приложить копию паспорта, а также документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина по новому месту жительства. По всем интересующим вопросам, касающимся обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья городской администрации, кабинет 108. Телефон для справок 629 41.